Дорогие друзья, добрый вечер. Мы с вами вновь на связи, и слава Богу за эту возможность. И сегодня мы с вами говорим о той части стиха, 2 Паралипоменон 7:14. «И обратятся от худых дел своих». Это часть, которая является сегодня ключевой о покаянии нации, о покаянии человека, о покаянии человечества. И это то, что является благостью Божьей. Потому что благость Божья ведет человека к покаянию. Когда мы славим Бога, когда мы благодарим, когда мы наслаждаемся Его красотой, мы вызываем благость. И мы сейчас это с вами сделаем. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы могли эти дни уже молиться, просить у Тебя этой милости и просить у Тебя силы к смирению, чтобы молитва, она потекла из уст множества людей. А сейчас мы также соединяемся друг с другом в этой молитве и говорим: Господи, прости за худые дела, которые творило человечество за все эти годы. Прости, Господь, каждого из нас, в чем мы были неправы в очах Твоих, когда теряли время, когда осуждали кого-то или чего-то, когда искали виноватых, а не брали ответственность. Прости каждого из нас, у нас есть за что приносить покаяние пред Тобой, когда могли сделать лучше, чем делали, когда могли делать и не делали, когда не надо было ничего делать, а ждать Тебя в Твоем движении, а мы двигались. Прости, Господь, за все эти перекосы. Прости, Господь, за то, что своеволие ставили для себя как на трон, но мы сейчас от него отказываемся и говорим: во имя Иисуса Христа, приди, Господь, сейчас своим присутствием, приди своей славой, с благости Твоей, которая приводит нас к покаянию как нацию. Мы молимся сейчас о покаянии всех людей, населяющих Россию. Мы молимся о покаянии всех стран, кто молится вместе с нами. Мы молимся, Господь, за русскоязычный народ. Мы молимся за многонациональный народ, населяющий Россию. Мы молимся лично за себя, за своих детей, за своих внуков. И говорим: Господи, прости за все худые дела. Прости за все худые слова, которые могли испортить атмосферу и дать возможность рождаться и мутироваться тем вирусом, который сегодня захватывает уже тела, потому что использовали власть неправильно в устах своих, наполняя словами и речами гнилыми или скверными. Господи, прости за это народ, прости за это русский народ, прости за это русскоговорящий народ, прости за это народ, который сейчас стоит пред лицом Твоим вместе с нами. Мы соединяемся в этой молитве как человечество, как человек, как один народ. Поэтому, Господи, я благодарю Тебя, что Ты тот, который сказал: обратись ко мне, попроси у меня прощения, я дам Тебе, я прощу грехи Твои. Господи, прости грехи народов, прости наши грехи, очисти нас от всякой неправды, от беззакония праотцов, освободи нас, Господь, от личных грехов, освободи от всех капканов, которые привели к проклятиям целые рода. Господи, а сейчас мы приносим покаяние за отступничество народа, живущего в России и в разные периоды года, когда заключали завет с Тобой уже более 1000 лет назад, но сегодня и 100 лет назад это было такое глобальное отступничество. Прости, что поклонялись иконам совершенно не с тем соображением, когда поклонялись тем, которые там были, как идолопоклонники Маркс, Ленин и Энгельс, поклонялись и даже не предполагали, что поклоняются бесам в этих лицах. Но я прошу Тебя, Господи, прости за это отступничество страны, прости, Господи, когда идола выбирали для себя Богом, прости, Господь, за тот мавзолей, который стоит в центре нашей столицы, прости, Господь, и мы сейчас приносим за эти худые дела молитву покаяния. И я благодарю Тебя, что Ты нас слышишь и Ты отвечаешь. Я благодарю Тебя, что Ты слышишь с небес и отвечаешь на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас, друзья, молиться и дальше, употребляя то, что является Духом Божьим для принесения молитвы.